Новый посол России в Таджикистане считает, что в Таджикистане нет русофобии. Многофункциональный миграционный центр Москвы запустил сайт для трудоустройства иностранцев. Жозеф Боррель считает, что конфликт в Украине несет в себе глобальные последствия для Центральной Азии. Протестующие в Иране подожгли дом Рухоллы Хамейни. Новый посол России в Таджикистане Семен Григорьев считает, что в Таджикистане нет русофобии, враждебного отношения к русскому народу. Об этом высокопоставленный дипломат заявил во время посещения тренировки сборной России перед товарищеской игрой с таджикскими футболистами. Таджикистан – дружественная страна, здесь любит Россию, русских и нет той дурацкой русофобии, которая набирает силу в некоторых бывших союзных республиках. Здесь Россию любят и в не меньшей степени любят футбол, цитирует Семена Григорьева сайт посольства Российской Федерации в Таджикистане. Под дурацкой русофобией посол России, скорее всего, имеет в виду антироссийские настроения в некоторых бывших странах постсоветского пространства, которые усилились после вторжения России в Украину. На чем основывается заявление российского посла об отсутствии русофобии в Таджикистане, не сообщается. Многофункциональный миграционный центр Москвы запустил сайт для работодателей и иностранных граждан, желающих трудоустроиться в Москве и Московской области. Об этом сообщила министр правительства города Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Как сообщает мэрия Москвы, по ее словам, сайт был запущен для оказания услуги по организованному набору трудовых мигрантов. С его помощью трудовые мигранты могут в режиме онлайн получить комплексные услуги по трудоустройству в Москве и Московской области, включающие прохождение собеседования, а работодатели найти квалифицированных сотрудников из числа иностранных граждан по заданным ими параметрам, отметила Багреева. При центре также запущено мобильное приложение, благодаря которому мигранты могут заранее записаться на прием в МЦ в удобное для них время, оплатить услуги по оформлению трудового патента и ежемесячно оплачивать его, сохраняя историю своих платежей в смартфоне. В Самарканде 17 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза. Об этом передает газета.уз. Руководители обсудили перспективы развития взаимодействия между двумя регионами в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, водной, энергетической, экологической, социально-культурных сферах. От ЕС во встрече участвовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель. По итогам встречи он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что роль Центральной Азии становится все более значимой в глобальной политике и экономике. Еще несколько лет назад, говоря о Центральной Азии, возможно, мы сказали бы, что нигде нет, но сегодня Центральная Азия повсюду, потому что этот регион становится все более и более уважаемой частью мира на полпути между Европой и Азией. Место, где мы должны приложить большие усилия для создания инфраструктуры, необходимой для связи двух континентов. Это было бы верно вчера и гораздо более верно сегодня, в свете войны России против Украины, подчеркнул Жозеф Боррель. Он напомнил, что в предыдущий раз министры иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС встречались год назад в Душанбе. «С нашей последней встречи мир сильно изменился, и изменился не в лучшую сторону», сказал глава европейской дипломатии. Российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия для Европейского Союза, а также для Центральной Азии. Мы оба непосредственно затронуты ударной волной, которую вызвала война. Но если мы хотим сохранить кооперацию, торговать, бороться с изменением климата, контролировать незаконный оборот наркотиков и организованную преступность по всему миру, нам нужно больше сотрудничества, больше сплоченности, призвал Жозеф Боррель. В провинции Маркази протестующие подожгли дом Рухоллы Хамейни, лидера исламской революции. В результате этой революции в Иране были приняты исламские законы, затрагивающие все стороны жизни иранцев. Протесты в стране начались в середине сентября после смерти Махси Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. По подсчетам правозащитников, в результате столкновений погибло по меньшей мере 342 человека.